ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Вторник, 16:15. В Ухте с рабочим визитом находится министр образования Республики Коми Владимир Шарков. Он посетил строящийся детский сад на улице Куратова и реконструируемые школы номер 2 и номер 3. Чиновник узнал, как продвигаются ремонтные работы. В школе номер 3 нет перил, пол и стены восстанавливаются практически с нуля. Новая мебель еще не закуплена. Предстоит сделать еще многое, но руководство учебного заведения обещает все доделать к концу августа. После этого министр посетил общественный совет при администрации города. Здесь он выступил с докладом и предложениями. Не секрет, что в Ухте и в целом по республике нехватка кадров, в первую очередь педагогов и врачей. Владимир Шарков предложил муниципалитету обратить внимание на школьников, проводить с ними профориентационную работу, напоминать про обучение на целевых местах и, конечно же, поднимать востребованность вузов нашего региона. Это наши ребята и родители заблуждаются иной раз тем, что московское или питерское образование, в данном случае даже больше склоняюсь к московскому образованию, гораздо качественнее, чем в провинции. Это абсолютно не так. Мы это прекрасно с вами знаем, мы примеры очень многие видели, поэтому здесь в данном случае мы должны все-таки ориентировать на продолжение образования наших образовательных организаций, профессионального образования. В Ухте и районе 47 действующих детских садов. В них воспитывается более 7 тысяч дошкольников. Несмотря на это, в своей очереди ожидает еще 3500 малышей. Ежегодно желающих попасть в детсад становится больше примерно на 1500 человек. К 2015 году планируется открыть около 2000 новых мест. Сергей Дубиковский, начальник управления образованием, перечислил меры, которые предпринимаются для ликвидации очереди. Продолжается реконструкция межшкольного учебного комбината. Когда была начата его реконструкция, он был на 220 мест, но были внесены изменения в санитарные правила и нормы. Кроме того, сад панельный. И после того, как была проведена экспертиза отдела надзорной деятельности, в этом саду запрещено, чтобы находились в группах более 15 человек. Вскоре закончится строительство детского сада по улице Куратова. Ожидается, что он заработает уже в этом году. К 2015 году планируется построить дошкольное учреждение по улице Тиманской. В свою очередь мэр Игорь Михель внес инициативу объединить общественные и координационные советы. Данное предложение будет рассмотрено на следующем заседании 26 июня.